Мы сегодня в Евангелии от Луки, 24 главе находимся, и чудо воскресения Христа, чудо, которого никто не понимал, никто не ожидал, и тем не менее парадокс заключается в том, что именно это станет темой служения учеников. Христос воскресший станет темой служения учеников потом, и они будут за это жизнь отдавать. Итак, давайте посмотрим 24 глава сначала. В первый же день недели, который называется теперь воскресенье, то есть каждую неделю мы, по идее, должны вспоминать это точно, хотя бы раз в день, это точно вспоминать воскресение Христа. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, то есть женщины, к гробу, вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. То есть они пришли помазать тело умершего, но не нашли. Они рассчитывали, что там будет лежать тело, но они не нашли тело в гробе. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Но здесь очень интересная тема понимания. Если мы читаем Евангелие, и Андрей Разуненко тоже посвящал на позапрошлое воскресенье, посвящал тему непонимания, что ученики все время разные вещи не понимали. И вот здесь женщины заходят в этот гроб, смотрят и не понимают. Они не понимают, почему нет тела. Оно должно быть. То есть по их логике оно должно быть. Но его нет. Почему его нет, непонятно. И вот обрати внимание, как с ними разговаривают представители неба, представители вечности, представители Божьего Царства. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. То есть зачем вы это делаете? Почему вы ожидаете, что Иисус будет лежать в гробу? Это же Иисус. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил. Он же говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. То есть вот это тоже интересный момент. Они не слышали. Они забыли. Почему забыли? Потому что, вот сейчас мы будем дальше читать, мы сейчас узнаем, почему они забыли. Давайте посмотрим. То есть они вспомнили слова и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Вот обратите внимание, вот почему Слово Божье люди не запоминают, не применяют в жизни, не запоминают, не применяют в жизни. Почему?
Очень простая причина. Если мы считаем, что Слово Божье является пустым, то есть оно или вообще неправда, или оно совершенно не относится к реальной жизни вообще. Просто вот оно есть, непонятно к чему оно есть. Может оно и правильно, но непонятно к чему и куда его. Это как вот, допустим, человек нашел что-то, какую-то деталь с чего-то, и он не знает, от чего эта деталь, и куда ее применить, и зачем она надо, и так далее. Вот именно вот таким образом слова показались пустыми и не поверили. То есть именно это все неправда, это не может быть. Но Петр, здесь мы видим, но Петр встал, побежал к гробу. Вот здесь очень интересно. А почему Петр все-таки, то есть апостолы говорят, да, все это, наверное, у них такие переживания, печаль, они расстроены, и, наверное, какие-то другие причины есть, почему тело, но это там нет тела, вот где-то оно есть, и именно, конечно же, речь не идет о том, о чем они говорят, что им вроде бы там померещились ангелы и так далее. Это все больное воображение женщин, которые много пережили, перестрадали и так далее. Но Петр встал, побежал к гробу. Вот здесь очень интересный момент такой. Почему? Почему Петр побежал к гробу? Как это связано? Как это связано? Дело в том, что Петр, он уже ощутил на себе, что значит предать Господа. Ну, он, конечно, Господа не продавал за деньги. У него был другой, то есть у Иуды была выгода, у Петра был страх и неверие. Страх и неверие, непонимание. Просто не понимал, что это происходит, как это понять. И одним словом, он потерялся, просто потерялся. И вот не мог просто понять, что происходит и как себя вести. Это немощь, просто немощь, которая с нами тоже периодически происходит в разных формах. Но именно после того, как он предал Господа, после того, как Господа распяли, Петр понимает, что один интересный момент, что вот он видит, как не верят другие. И он прекрасно понимает, что он так себя вел. Он уже не верил. Он уже тоже не верил. И сейчас ему оказаться в роли вот этого неверующего, сомневающегося, не понимающего, не признающего, вот да, когда он уже испытал это здесь, скорее всего, у него проносилось все в голове, как он не понимал Господа, когда Господь говорил о своих страданиях и воскресении. То есть он действительно вспоминает, Господь ведь говорил. Господь все говорил, Он говорил, что я отрекусь. Так отрекся же. Господь говорил. А если Господь говорил, так это же, наверное, так и есть. Если Господь говорил, что воскреснет, так может и правда. Неужели правда воскрес? И Петр бежит проверять. То есть здесь мы видим, что в его жизни происходит вот это вот уже постепенное, такое болезненное сокрушение о том, что я слишком... То есть обратите внимание, почему я не верю? Почему я не верю Богу? Ответ очень интересный. Потому что я слишком сильно верю себе. И Петр он смотрит на своих собратьев, как они не верят. И он говорит, ну да, я тоже то там, но я уже обжегся, я уже
себе больше не верю, поэтому я лучше пойду проверять. Вот. Но Петр встал, побежал, но, обратите внимание, тут это слово «но». То есть получается, что Петр уже не согласен со своими собратьями. Встал, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены, лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. Мы знаем, что вместе с ним был Иоанн. И Иоанн, когда посмотрел на то, как лежат пелены, а они лежали удивительным образом, да? Они лежали удивительным образом, таким образом, как будто тело просто исчезло из них. То есть их форма не поменялась. Вот. Это была просто форма пелен, из которых исчезла. Может быть, они осели немножко, эти пелены, но в том-то и дело, что они не просто были разбросаны, когда, допустим, человек их с себя сдирал, так сказать, да? Вот. Нет, в том-то и дело, что тело из них аккуратно достали. Вот. И это совершенно было невероятно. И Иоанн, при виде всего этого, он уверовал. Он уверовал, что Иисус действительно воскрес. И вот дальше мы читаем, то есть мы видим вот эту интересную особенность, что, во-первых, воскресение и вообще Евангелие, оно не такое. Это не Евангелие надежды на лучшую жизнь. Это Евангелие вертикальное, оно не горизонтальное. Евангелие, оно вертикальное и выходит за пределы этого мира. И для того, чтобы его понять, или чтобы оно не оказалось пустым, и чтобы мы его не конвертировали в плоское, наше плоский земной вариант. Для этого от этого лечит только вера Божья, только действие Духа Святого. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Маус, и разговаривали между собой обо всех этих событиях. То есть, безусловно, эти события их перепахали. То, что все произошло совершенно невероятно, непредсказуемо, очень резко, очень быстро. И это все не могло не быть, они наполнены были этими всеми событиями, которые связаны были со служением, страданиями Христа и разрушением надежд. То есть, обратите внимание, Бог очень заботился о том, чтобы надежда на Христа только в этой жизни была разрушена. Бог просто об этом целенаправленно заботился, потому что это совершенно не то Евангелие, которое Он хотел людям передать. Когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них по имени Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Он сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Знаете, здесь очень естественно задать вопрос: а Бог был где? Вот такой пророк, да, такой пророк, сильный в слове и в деле, и Бог где-то был, что он допустил, что такого пророка распяли, притом таким жестоким образом. Это не укладывается в нашей голове. Почему не укладывается это в нашей голове? Потому что наша голова слишком засорена своими человеческими ожиданиями, программами, представлениями и так далее. Наша
внутренний мир, он не сокрушился. Он не сокрушился. И вот здесь мы читаем, предали его первосвященники и начальники наши, кстати, интересно, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но при всем том, уже в третий день ныне, как это произошло. Здесь мы видим, что начальники его распяли, а мы надеялись, что он избавит. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба. Вспомните, кстати, женщины входят в пустую гробницу, и они изумлены. Потом эти же женщины приходят, рассказывают апостолам, и они изумлены. Все изумлены. Все удивлены. Все не понимают. Все не понимают. И вот здесь мы читаем, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя рассказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем. То есть несмысленные, не понимающие, не способные понимать. И вот здесь речь идет не о том, что у них не хватает ума, что у них слабоумие, там, атеросклероз, да, и тому подобное. Нет, здесь совершенно другая причина. Причина заключается в том, что, безусловно, вот эта система мирского, земного, эмпирического, опытного мышления, она полностью противоречит. Люди не воскресают и так далее. Христос действительно был убит жестоко, так сказать, с контрольным ударом в сердце и так далее. И, то есть, так сказать, его убили надежно, его убили наверняка, так что уже с человеческой, любой медицинской точки зрения уже никаких шансов нет на то, что как-то можно там считать, что, может, он был просто ранен, там, к примеру, и так далее. И здесь мы видим: о несмысленные, медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки. То есть здесь речь идет о том, что неверие по своему существу — это когда мы смотрим на волну, когда мы смотрим на видимое, и вот это видимое, оно полностью нас ослепляет и отключает способность верить, что невидимое, оно способно победить все проблемы, которые в видимом мире. Оно способно восторжествовать и решить абсолютно любую проблему, которая невозможна по вот этим физическим каким-то закономерностям, к которым мы привыкли. И дальше Христос продолжает: не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Здесь мы видим очень интересный момент. Насколько мы несмысленны. То есть мы многого не можем понять. И именно что же нам делать? Здесь мы видим, что у нас есть только один вариант. Это, понимая, насколько мы несмысленны и не способны верить, нам нужно просто идти к Богу. Просто признать свою нищету и идти, как мы сейчас слышали пение, осознавать свою пустоту и жаждать, чтобы Бог нам объяснил, чтобы Бог нам открыл, быть жаждущими людьми, которые жаждут познать Бога, которые жаждут понимать и не быть медлительными. Вот здесь мы видим, что они так и не смогли переключиться, они так и не смогли понять, зачем пришел Христос. Они продолжали по-земному ожидать от Христа человеческих ожиданий.
И именно в этом секрет разочарований, в этом секрет того, что мы не понимаем, мы просто не понимаем путей Божьих, мы просто не понимаем, что Бог делает. И мы разочаровываемся, мы укрепляемся в нашем неверии, что вот Бог ничего не делает, наверное, ему все равно, или Он ничего не может. В общем, мы ничего не понимаем. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Именно так надлежало пострадать Христу. Разве Ветхий Завет не говорит, как? Что через распятие, что пронзили руки и ноги, да? Что за преступление народа претерпел казнь. Вот. Разве не говорит Ветхий Завет об этом прямым текстом? Но несмысленные, да, мы видим, несмысленные и медлительные сердцем не верят пророкам Ветхого Завета. В упор не верят. И говорят, а это надо понять не так. Пронзили руки и ноги, ну, это не ему. Вот. И умер за преступление народа, это не он, и так далее, кто-то другой умер, и так далее. Это только не это. Вот здесь мы видим состояние противления вот этого. И вот здесь мы видим, как Христос изъясняет, Он помогает им понять. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал своим видом, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря, останься с нами. Потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда объяснял нам Писание. Здесь мы видим такие две интересные стороны. С одной стороны, они не понимают, что произошло. Христос прямо говорит им, то есть они ожидают от Христа совсем не того, для чего Он пришел, они ничего не понимают, они разочарованы, они сомневаются, что это Христос, это всего лишь пророк, один из пророков, которые убивали, вот его тоже убили. Но именно они не понимают, что Писание говорит, что именно так Христос и должен был пострадать и воскреснуть. И именно это один момент, что они этого не понимают. Другой момент – это то, что их сердце горит. То есть мы видим две интересные стороны. С одной стороны, они любят Христа, они хотят, чтобы Он им нужен, одним словом. Он им нужен. Они хотят, чтобы Он был, чтобы Он избавил. Но вместе с тем они даже не могут сформулировать это избавление. Они даже не могут понять, вообще избавил Он или нет. И от чего. И вот это как раз очень важно. И мы видим, что у них есть жажда. Они инстинктивно, даже не понимая, что это Иисус, они хотят общаться дальше с этим человеком, потому что он им открывает именно, то есть они не понимают, не верят, но Он им открывает, что на самом деле есть другой вариант того, как можно смотреть на события. Что на Библию есть другой вариант, что можно смотреть на Библию по-другому, оказывается, что мы читали ее и не читали, и не понимали, и не видели, что там написано. А здесь нам открывают Писание, и наше сердце буквально загорается. Неужели? Неужели это правда? Неужели действительно Он, то есть это был действительно Христос, и что Он
действительно что-то совершил, Он что-то кого-то избавил, мы не поняли, от чего Он избавил, что Он нам дал. Но на самом деле они хотели, чтобы Христос избавил их от страданий и трудностей мира. Они хотели, чтобы Христос дал им хорошее царство на земле. Но Христос, который умер за грехи наши и воскрес, Он действительно хочет нас избавить. Но Он хочет нас избавить прежде всего от врага внутри. Не просто от врагов снаружи, а от врага внутри. И Он хочет дать нам не просто временное здесь, политическое, экономическое или еще какое-то устройство. Он хочет дать нам свое вечное царство. И это возможно только через Его смерть и через Его воскресение в качестве уже представителя этого царства. И именно Он говорит о том, что именно кто поверит в Него, кто соединится с Ним, тот вместе с Ним умрет для греха, тот вместе с Ним воскреснет для небесной жизни, для жизни в небесах. Дорогой милосердный Господь, спасибо Тебе за Твое чудесное Слово, за великое чудо и великую тайну Евангелия и Твоей смерти и воскресения. И Ты, Господи, благослови нас, обновляй наши души, пожалуйста, дорогой Господь, чтобы мы могли еще более по-новому осознать Твое воскресение, что оно значит, еще более по-новому посмотреть на Твое Евангелие, что это не плоское, человеческое, земное Евангелие, это внеземное, нечеловеческое и не плоское Евангелие. Благослови, чтобы это Евангелие могло раскрываться, вмещаться в нас, и чтобы мы могли расти в соответствии с этим Евангелием, прорастая в небеса. Благослови, Господи, в этом каждого. Пошли Твою милость нашим народам, Господи, чтобы приведи, пожалуйста, к тому, чтобы искали мир с Тобой и мир друг с другом. Мы все Тебе приносим во имя Иисуса Христа с благодарением. Аминь.